Новые случаи заражения коронавирусом, заболевшие в Намском районе и Жатае. Пенсии во время майских праздников. По какому графику будут доставлять выплаты? Раньше сценические костюмы, теперь маски. Сотрудницы Дворца культуры в Айхале изменили привычный вид деятельности. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В Якутии 157 пациентов проходят лечение от коронавируса в инфекционных стационарах. Из них 3 в крайне тяжелом состоянии, 1 подключен к аппарату ИВЛ. За весь период в Якутии официально зарегистрировано 212 случаев коронавируса, 28 человек полностью выздоровели, 3 летальных исхода. Ситуация остается сложной. У нас в результате большого количества проведенных мероприятий по выявлению круга лиц по больным по офтальмологической больнице и в рамках работ по выявлению круга лиц, которые контактировали, скажем так, те, кто уехал в Аймекон, рабочие, но они были здесь до этого в Якутске, выявлены достаточно большие группы людей, имеющих положительные анализы в Якутске, и по первой, и по второй группе, и с учетом них за последние сутки по Якутску количество положительных анализов составило 25. Это много, но я еще раз говорю, там это основные 2 группы. Это те, кто по офтальмологии идут и члены их семей, а также это работники вахтовые, которые здесь остались, а часть уехала в Аймекон, и по ним там по 2 был положительный анализ. Здесь они тоже все изолированы. Были изолированы в обсерваторе, но сейчас анализы положительные. Вместе с тем, конечно же, есть и контакты другие положительные по Якутску, поэтому ситуация по Якутску на самом деле достаточно серьезно усложняется. У нас 2 новых случая по Алдану, опять же внутри периметра, это работники обсерватора. Здесь даны указания нами, чтобы все-таки работы по сохранению здоровья работников обсерватора все-таки проводились на должном уровне. У нас по Алдану уже несколько случаев заражения работников обсерватора именно. И, к сожалению, у нас появились первые случаи заражения в Кобяйском и Мегано-Кангаласском улусах. В обоих случаях источники установлены. Это по Мегано-Кангаласскому предполагается демобилизовавшийся молодой человек, от которого заразилась мать. А по Кобяям, по Сангарам, там человек приехал из-за пределов республики на похороны своего ближайшего родственника и оказался с положительным анализом коронавирусной инфекции. Новые случаи заражения коронавирусом также подтверждены в Намском районе и Жатае. Ореол у нас наших районов растет, где у нас имеются пациенты с подтвержденным уже диагнозом. Это в том числе и намцы, в том числе городской округ Жатай. Если мы раньше говорили, что там не житель Жатая, то сегодня тоже житель Жатая, который непосредственно там живет. И поэтому в рамках, наверное, майских праздников, понимая, как мы любим выходить на улицы, гулять, собираться, в том числе с семьями, еще раз хотелось бы предостеречь вас о том, чтобы вы все-таки занимались больше домашними делами, были в режиме самоизоляции, для того, чтобы сохранить здоровье вас и ваших близких. О ситуации в Кобяйском районе готов рассказать глава района Иван Левин. К глубокому сожалению, коронавирусная инфекция добралась и до поселка Сангар. 29 апреля подтвержден случай заражения у прибывшей гражданки из города Иркутск. Пациентка госпитализирована в районную центральную больницу, состояние здоровья удовлетворительное, без осложнений. Ей не был соблюден режим самоизоляции в течение 14 дней, а также нарушен запрет на массовое скопление людей. В настоящее время оперативным штабом Кобяйского района определяется круг лиц, контактировавших с ней, и проводится соответствующая работа. Пока выявлено 60 человек. Граждане, тесно контактировавшие с больной, будут самоизолированы, то есть у кого частные дома, проживающие одни, без членов семьи старше 65 лет, будут у себя дома, а остальные будут изолированы в обсерваторе. Правительство Российской Федерации выделило регионам дополнительные 32 миллиарда рублей для борьбы с коронавирусом. Якутия получила 338 миллионов. Эти средства направлены на закупку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Республика закупит 426 единиц медоборудования. Его направят в первую очередь в те больницы, которые испытывают наибольшую нагрузку в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Айсан Николаев произвел кадровые перестановки. Сообщения об этом опубликованы в Твиттере главы региона. Так, исполняющим обязанности первого зампредседателя правительства республики назначен Кирилл Бычков. Напомню, в октябре 2018 года он был назначен заместителем председателя правительства Якутии. А исполняющим обязанности заместителя председателя правительства региона назначен Сергей Местников. С 2016 года по настоящее время он возглавлял целевой фонд будущих поколений республики. Также министром строительства республики назначен Павел Калатчанов. Ранее он занимал должность генерального директора акционерного общества «Специализированный застройщик Республиканское ипотечное агентство». Министром транспорта и дорожного хозяйства региона назначен Владимир Сивцев, ранее занимавший должность замминистра экономики. В 2017 году он был назначен заместителем министра, в 2018 – первым заместителем министра. Павел Иванов назначен исполняющим обязанности министра имущественных и земельных отношений региона, ранее занимавший должность первого замруководителя правительства республики. Отделение пенсионного фонда информирует, что в связи с майскими выходными и праздничными днями выплата и доставка пенсии за май отделениями Почты России будет организована в районах республики с некоторыми изменениями. Новый график вы сейчас видите на своих экранах. В городе Якутске и его пригородах доставка без изменений. При этом получателям пенсии в кассе отделения почтовой связи организуют доставку на дом. Перечисление денежных средств на выплату пенсии и иных социальных выплат через кредитные организации за 10 мая будет произведена в последний рабочий день перед праздничными днями 8 мая. Сотрудницы Дворца культуры «Северное сияние» в Айхале раньше шили костюмы для артистов, танцевальных и вокальных коллективов. Теперь уже месяц они шьют маски. Подробности у Альбины Шарафетдиновой. 3000 масок изготовили рукодельницы Айхальского отделения культурно-спортивного комплекса. Повязки шьют для работников компании «Алроса», для тех, кто задействован на основном производстве, и для самих работников КСК. Швейный цех по новому направлению работает уже месяц. Материалы для пошива предоставил Айхальский комбинат и культурно-спортивный комплекс «Алроса». За машинками трудятся 5 сотрудниц. Марлевые повязки шьют по государственному стандарту. Мы шьем многоразовые маски. Они имеют 5 слоев марли и 1 слой ХБ прокладки. Получается, технология немножко такая сложная, поэтому в день у нас получается где-то около 100-110 штук. Расходный материал для пошива масок закупила и местная администрация. На безвозмездной основе айхальские рукодельницы национального клуба «Симех» в Айхале изготовили 100 масок. Активисты общества семей с детьми с ограниченными возможностями пошили 60 повязок. Их раздадут пожилым и льготникам. Кроме того, неравнодушные жители поселка Айхал, наши мастерицы, золотые ручки, также принимают участие в этой акции. Хочется отметить коллектив Центра дополнительного образования детей «Надежда» по программе межведомственного взаимодействия. Сегодня ими, их коллективом, пошито более 30 масок. Не остались в стороне и предприниматели поселка. Специально для волонтеров, которые покупают продукты и медикаменты для пожилых и самоизолированных, они передали около 30 многоразовых ярких масок. Напомним, что с 28 апреля ношение масок стало обязательным в общественных местах и транспорте. Глава республики Айсан Николаев ввел масочный режим в некоторых районах республики, в том числе и в Мирнинском. Альбина Шарафетдинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». В Якутии продолжают оказывать психологическую помощь во время пандемии коронавируса. Появились все основные стрессовые факторы – новизна ситуации, непредсказуемость, неоднозначность и потеря контроля. Востребованность психологической помощи во время пандемии коронавируса многократно выросла. Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи ежедневно оказывает необходимую психологическую помощь населению республики. С объявления режима повышенной готовности активизировалась и работа горячих линий. Их номера вы видите на своих экранах. Рисование на песке, лепка, изучение математики и проведение концертов на самоизоляции у воспитанников Алданского садика «Снежинка» дел не в проворот. К дистанционному режиму адаптировались и дети, и взрослые. Какие виды деятельности предпочитает подрастающее поколение, узнавала Татьяна Вахнина. Yürümetçi yerini kurduk, arı cinkiri kallan kurduk, günleri lakımız kurduk,
республики столь тепло и ярко поздравили алданцев воспитанники детского сада «Снежинка». В период карантина работа воспитателей перешла в дистанционный формат. За месяц, прошедший с закрытия садика, в освоении съемки и монтажа достигнуты небывалые успехи. А фантазии и творческих идей педагогам и детям «Снежинки» всегда было не занимать. Конечно, очень трудно сначала было понять, как работать, как продолжить общение с детьми, с родителями. Много запланировано было всего, мероприятий всевозможные. Но как-то вот мы так сумели мобилизироваться. Сколько фруктов лежит в вазе? Таков вопрос задачки, которую предстоит решить дошколятам. В наглядной форме проходят виртуальные уроки. Развивающие занятия, творчество, игры и проекты – все составляющие учебно-воспитательного процесса реализуются в полном объеме. В настоящее время работа уже отлажена. Проводится масса мероприятий, и в том числе и живое общение. Родители живо откликнулись на наше начинание. Рисование песком – одно из любимых занятий мальчишек и девчонок. Сейчас воспитательница рассказывает сказку про ежика, живущего в лесу. На подсвеченной платформе, которую можно сделать своими руками, изображается что угодно. А при желании вполне реально проложить автомагистраль и даже построить целый город. Еще мы проводим акции. Мы провели для старших дошкольников акцию «Пойман за чтением», а для малышей – «Сказка дня». В течение недели ребята слушали сказки, записанные голосами педагогов специально для них. Помимо организации досуга воспитанников, немало внимания педагоги уделяют работе с родителями. В период карантина в «Снежинке» был образован консультативно-методический центр. Недавно мы провели свой первый консультативно-методический центр для родителей на тему «Полезные советы родителям будущих первоклассников», куда вошли полезные, востребованные родителям консультации, такие как подготовить руку ребенка к письму. Детвора с удовольствием принимают участие в играх и слушает сказки. В свою очередь, мальчишки и девчонки делятся с воспитателями тем, как проводят время дома. Всем привет! Передаю садики своим друзьям и учителям. Глава республики Айсен Николаев выступит с обращением к населению по эпидемиологической ситуации в регионе сегодня, 30 апреля в 20:45 по якутскому времени. Прямой эфир будет транслироваться на телеканалах НВК «Саха», Якутия-24, радио ТТИМ, а также в социальных сетях. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.